Вы уже, наверное, заметили, кто у нас сегодня первый выступает. Это у нас директор Татарской лиги КВН Рамиль Агдеев из Татарстана. Вот Рамиль просит, чтобы было понятно, перед кем он выступает. Пожалуйста, начнем, давайте приветствовать друг друга в чате. Пишите, откуда вы и из какого города, из какой республики. Если хотите, можете написать, сколько у вас сейчас время. Вот. Мы продолжим. Рамиль расскажет нам о КВН на татарском языке и о том, как в татароязычный юмор входят новые форматы. То есть не только КВН, у Рамиля есть еще много новых проектов, о том, как артисты и продюсеры борются за внимание зрителя уже в новых условиях, потому что КВН — это не единственный формат в юморе на татарском языке. И сейчас давайте предоставим слово Рамилю. Рамиль, рахмет. Сейчас. Мен мында чатқа yazып отырам. Исәнмесез, дуслар, исәнмесез, иптәшләр. Без Татарстанда КВН ясыйбыз, татар телендә. Һәм инде менә аңа үзгәрешләр керттек һәм яңа ниндидер формат уйлап чыгарабыз. Здравствуйте, меня зовут Рамиль. Я руководитель Татарской лиги КВН. Ладно. В общем, всем привет. Меня зовут Рамиль Агдеев. Я руководитель, организатор, ведущий Татарской лиги КВН. В городе Казани она проходит. Как вы понимаете, КВН на татарском языке полностью. Вот за моей спиной можете наблюдать. Вот тут вот. Плохо видно, конечно, но приближу. Это такой на холодильник магнитик в виде Маслякова. Он всегда висит около меня и редактирует шутки, редактирует все, что происходит в татарском КВН. Как говорится, мы главный пример, естественно, взяли оттуда, от Москвы, от русского КВН. И в течение 25 лет делали именно так, то есть как было в Москве. 25 лет, вот татарский КВН родился в городе Набережные Челны в Татарстане, город, где делают КАМАЗы. Я сам тоже оттуда родом, ну, наш основной костяк тоже оттуда. Но 7 лет назад Татарскую лигу перетащили, как говорится, в Казань. Увидели в ней перспективу или по каким-то другим причинам. В общем, мы вместе с этой татарской лигой переехали также в город Казань. Вот 7 лет уже здесь работаем. Тоже по нарастанию это все происходит. 5 лет мы делали просто концерты, собирали в молодежных центрах или в ДК, где 500 мест, например, концерты, и делали КВН. Не снимали мы его. А вот в прошлом году, в 2019 году, мы решили немного поменять формат самой татарской лиги. Поняли, что сам КВН, сам по себе КВН, это аббревиатура еще Советского Союза, то есть КВН, СССР, там, клуб веселых и находчивых, там, ведущий за тумбой, все так зацементировано немного. А если мы посмотрим на украинский вариант, Лигу смеха, то есть там уже более такой подвижный формат интересный и более современно это все смотрится, и у них там появляется какой-то свой уникальный юмор, то есть именно уже свой украинский юмор. Мы тоже посмотрели на этот пример, съездили мы также в Казахстан, там есть лига КВН, которая называется Жайдарман. Есен Элеукен, там местный Масляков, его зовут Есен Элеукен, он приезжал также к нам в Казань на один из фестивалей вот этих концертных вариантов. И, в общем, остался доволен нашим уровнем. Ну, а мы
от уровня тогда еще КВН в Астане, ну, были в шоке, то есть там уровень, ну вот как прямо в Москве премьер-лига, высшая лига проходит на таком уровне. Собирается полный зал людей, там залы огромные по 1500 человек, то есть 3000, такой взрослый контингент, все это снимается тоже на профессиональную специальную технику телевизионную и транслируется на их местном Первом канале. Мы этим всем тоже пропитались, приехали сюда, начали всю эту информацию переваривать и решили тоже, ну, создать какой-то свой уникальный татарский КВН, то есть уникальный татарский формат юмора, может быть, не создать даже, а создать условия для того, чтобы он появился. То есть вот мы начали эти условия прорабатывать, продумывать. В первую очередь, конечно же, необходимо было изменить название, то есть сделать какой-то ребрендинг, то есть КВН Жайдарман, КВН Лига Смеха, КВН вот и что. Очень долго мы думали, примерно 4 месяца ушло у нас на то, чтобы придумать название, то есть это такой долгий процесс, мы его прям выцеживали, это название там до атомов, и в итоге придумали название Эйда Шоярд. Эйда Шоярд. Айда. Ну, каждый из вас знает слово, да, которое уже оно везде, особенно в русском сленге существует. Эйда это давай, а шаярд по-татарски типа шути. Айда шути, то есть давай пошути, вот такой восклицательный знак. Эйда шоярд прикольно смотрится, прикольно читается. Ну и потом, обычно, когда хорошее название придумаешь, там появляются какие-то еще дополнительные приколы, квантовые приколы. То есть там на конце РТ написано. То есть Шаярд РТ. Большими буквами мы их вытащили, и получилась Республика Татарстан. То есть, ну, такой хорошее название, мы его залоготипили, формат передумали, жюри также убрали столики, убрали таблички все, поставили 5 кресел, купили в Икее желтые вот эти кресла, которые везде, поставили их, посадили на эти кресла звезд татарской эстрады, звезд татарского юмора, каких-то политических деятелей, которые нам помогают. В общем, ну, в основном друзей, своих друзей посадили. Ведущий мероприятия я, то есть я стою не за стойкой тоже, не зацементирован, а я хожу, там, выбегаю, танцую татарский танец, потом говорю, и народ там гудит, то есть КВН начинается. И когда представляю команду, я убегаю за кулисы, то есть меня нет, только команда на сцене. Как оценивают жюри выступления? У жюри есть смайлики. Веселый смайлик и грустный смайлик, да. Веселый смайлик и грустный смайлик. То есть да или нет, они смотрят выступления команд и после этого или так показывают, или так показывают. В общем, сначала были сомнения, получится ли, ну вот провели прошлый весь сезон вот именно на таких смайликах, и получилось. Слава богу, никаких эксцессов не было на тему там нас засудили или что-то. То есть штука сработала. Вот ждем, пока она создаст какой-нибудь конфликт, потом будем передумывать, наверное, или что-то. В общем, может и не создаст. В командах по 5 человек, то есть не более. Мы выбрали такой камерный зал на 200 персон пока что. Сделали декорации красивые, я вам сейчас покажу эти декорации. И профессиональную съемку. Марсель, привет. Да, мы с уфимскими друзьями очень в тесном контакте. И, в общем, профессиональную съемку, 7 камер, сзади на слайдере камера ездит, впереди жюри на креслах, все снимается. Сняли целый сезон, получилось 9 передач, то есть 9 передач по 50 минут. Мы делаем 50 минут программу, то есть тоже как Comedy Battle. Команда выходит, выступает, жюри после этого сразу говорят так или так. Кто-то комментирует, вот, я вам показал так, потому что
вы там не дорепетировали, допустим. Или я вам показал так, потому что егитлер, эферин, маласы егитлер, то есть, или кызлар, да. Команды съезжаются со всего Татарстана. У нас 43 района в Татарстане. Мы по каждому из этих районов ездим со своими школами КВН, но об этом попозже расскажу. Хочу показать вам, если видите, ну, видите уже, да, хочу показать вам анонс этого сезона, чтобы вы примерно поняли, что это происходит. То есть вот это вот наша сцена, театр Кореева, вот зрители сидят, вот видите, вот это вот зеланты казанские сидят вместо кивинчиков. Ну, в общем, давайте посмотрим. Вот мы недавно отсняли ЗУР-фестиваль, и в это воскресенье будет первая передача. Поехали. Это вот у нас в это воскресенье будет первый выпуск КВН. Команд приехала на фестиваль. Ну, вы понимаете, что КВН в этом году вообще не было. Нам в итоге разрешили в середине ноября сделать игру. И 50% зал. Жили мы в Байтике, за городом, свежий воздух. То есть, ну, все по безопасности, везде плюсики. И приехала 21 команда. 21 команда со всего Татарстана, с каждого района, ну, с 21 района. Плюс приехали команды из Москвы, одна команда была, татары московские, и из Пензы. Из Пензы тоже команда приезжала, то есть вот у нас география такая была. Дальше. Я здесь дома, дочка бегает. В общем, 43 района у нас. Технология какая? Сбора команд. Мы каждой весной ездим по всем районам. Один редактор выезжает, допустим, там, Актаныш, да, выберем. Едет в Актаныш и 3 дня проводит трехдневную школу КВН. Первый день рассказывает, что такое шутка, как придумывать шутки, полностью всю теорию, актерское мастерство, постановка. Вечером уже они начинают штурмить шутки, то есть штурмиться. Редактор подходит к каждой команде, помогает им. На второй день они уже встают на ноги, уже репетируют. И на третий день вечером у нас проходит уже игра. Какая-то вот районная игра между, там, допустим, аграрное училище против там второй школы. И против них играют, допустим, врачи какие-нибудь. То есть вот 3 команды борются друг с другом. И вот команда, которая побеждает в этом районном этапе, мы ее приглашаем на ЗУР-фестиваль в город Казань. В этом году у нас получилось объехать только 26 районов, потому что, ну, сами понимаете, это был март-апрель, и там нагрянула пандемия, и, в общем, все районы мы не проехали. Но вот 26 районов проехали, и вот все это закончилось вроде, и вот в середине ноября у нас было 15 команд. Но на сбор команд также повлияло, что у нас ТНВ, то есть на ТНВ каждое воскресенье выходит наша передача, люди начали реально смотреть, реально уже, то есть не нужно, как раньше, как 2 года назад, не нужно доказывать людям, насколько это круто играть в КВН и для чего это нужно. То есть люди уже там сами начинают понимать, что в принципе это полезно там для, ну, в первую очередь для того, чтобы отточить свои навыки, да, там, ораторского мастерства, коммуникации и прочих плюсов, которые дает юмор. Все вы прекрасно знаете этот список плюсов. Миллион раз, наверное, писали в положениях цели, задачи КВН и других юмористических проектов. Вот. Приезжают команды к нам в Казань. И 21 команда, мы их делим по 7 команд
на 3 мотора, то есть, и снимаем каждый мотор. То есть, первый мотор, 7 команд, все, передача 50 минут готова. Второй мотор сняли, вторая передача готова, отдаем на ТНВ, они показывают. Третий мотор сняли, хопа, отдаем на ТНВ. Команды, из 21 команды у нас дальше прошло 18, вот на этом фестивале. Так получилось, жюри были очень добрые и все время ставили плюсы. В общем, 3 команды выпало. И на 1/8, вот у нас 17 декабря, буквально там через 2 недели, состоится 1/8 Эйдаша Ярта. И там также мы поделим команд на 3 мотора. И у нас еще 3 передачи по 50 минут готовы. Мы их отдаем на ТНВ. И вот идет уже такой, совсем другая уже работа идет. Не та, которая была 3 года назад. Не та, которой мы делали просто концерт. И сейчас это уже прямо, ну, какой-то вот профессиональный телевизионный такой опыт идет. Естественно, всем это нравится, все по кайфу работают. У нас команда большая, 5 редакторов, 2 администратора, исполнительный директор вот даже появился. То есть работа кипит по полной программе в этом плане. Дальше. Что еще, что еще? Демонстрацию чата тоже включаю. Социальные сети, какие у нас есть. Вот у нас социальная сеть. Ну, естественно, Инстаграм. Естественно, в Инстаграме. Вот, 3214 подписчиков. Не так много. То есть, если у Жайдармана в Казахстане тут 1 000 000, допустим, то в Татарстане вот пока на таком это уровне находится, мы пока завоевываем своего зрителя. То есть, продукт готов, продукт есть. Зрителя завоевываем. На фестивале тут мы постим фотографии, афиши, это понятное дело. Делаем дневник фестиваля. Допустим, вот на этом фестивале мы сняли прям 4 дневника, как это делается грубо говоря, в Сочинском фестивале. На Сочинском фестивале. Давайте попробуем включить один из дневников. Это вот звезда нашего Эйдаша Ярта, Наиль из команд КВН, Муслим. Амиль, а можешь комментировать видео, просто нам звук не слышен? Звук есть? Звук видео именно нет. Звук видео нет, да? Странно, почему? Звук видео есть, но он очень тихий, его не слышно. Поэтому, Рамиль, после выступления, пожалуйста, выложи ссылки на YouTube-канал и на вот Instagram-аккаунт, чтобы могли изучить уже на самом аккаунте. Ладно, ладно, понял. Ну тут все по-татарски как бы. Вот Алга было слышно. Это когда проходил фестиваль? Проходил фестиваль у нас в середине ноября. 16 ноября. Мы его отсняли. Так, и покажу YouTube канал. Хорошо.
Инстаграм надо закрыть вкладку. Думаю. Так, это YouTube-канал наш. Сюда заливаем все выпуски. То есть вот Беренши Шигаралаш, Икинши. Ну, тут по популярности. То есть вот набрал первый выпуск. Давайте включим его. Звука не будет. Есть звук? Нет, ты комментируй, пожалуйста, все, что происходит. Давай, окей. А меня слышно, да? Тебя отлично слышно. То есть вот эта заставка. Сделали заставку тоже у моих друзей в Челнах. Это прошлогодний фестиваль. Также у нас, в прошлом году у нас приехало 20 команд. Также мы жили в Байтике 5 дней. Команды привозят свой материал какой-то. Но, естественно, на редактурах все это вырезается, передумывается, прорабатывается. И все приводится в такой телевизионный формат. Какие-то пошлые шутки убираются, анекдоты, естественно, и прочие дела. И вот пошла сама игра. То есть вот в прошлом году, видите, посадка какая. Полный зал людей, ни одного дракончика. И побежали. Побежали команды, все танцуют, все кайфуют. Такое татарская атмосфера задается. Зрители все тоже знают, куда пришли. Перемотну на представление жюри. Да, кстати, кто приглашается в жюри? Именно те, кто занимается юмором, или какие-то другие представители других? Нет, абсолютно разные. профессий? Допустим, блогеры. Вот тут смотрите, вот как раз, ну тут вот по этому составу жюри примерно понятно, кого мы зовем. Не все знают этих людей. Да, я сейчас расскажу про них. Там, кажется, Тебрис и Рулин сидит, Да, да? это Бриса, да, тут все знают. Вот Фарида Якуповна, про нее тоже нельзя не рассказать. Это вот наш создатель татарской лиги КВН, то есть 26 лет назад именно она в Челнах создала эту игру и вот тащила ее на протяжении 20 лет. Ну и в один момент, когда уже на пенсию вышла, когда там общественная деятельность ушла на второй план, она доверила нашей команде эту игру. В то время мы в Челнах, ну, были такая самая сильная команда, у нас свое ивент-агентство было, то есть бизнесом занимались, плюс команда у нас играла в Масляковском КВН, мы до первой лиги дошли там. То есть вот она нам доверила, и мы начали продолжать вот эту традицию, то есть усиливать ее. В прошлом году она сидела в жюри вот весь сезон, и, к сожалению, в прошлом году у нас случилась трагедия, я тоже об этом не могу не сказать, прошу прощения. 8 ноября, в день КВН, у нас была игра, полуфинал, съемки, и вот наши ребята, которые челнинские, попали в аварию, и вот Фарида Якуповна погибла в этой аварии в прошлом году. И кроме этого еще один редактор тоже погиб в прошлом году у нас в этой аварии. То есть мы вот сейчас остались, вот, ну, грубо говоря, без нашей мамы, и очень долго мы переживали это все дело, и финал отменили, перенесли его на 2020 год. Ну и вообще там это, ну, страшные дни, об этом вспоминать даже неохота, но в любом случае вспоминать об этом нужно, потому что мы продолжаем это дело, всегда
вспоминаем этих людей. Вот Елана ездили, КВН организовывали тоже в Челнах. И планируем в будущем сделать Кубок чемпионов. И, ну, чемпионы есть же в КВН тоже, чемпионы нескольких лет между собой играют. Мы планируем сделать его и назвать кубок, который будем дарить там, Кубок Фариды Якуповны. То есть вот таким образом ее вспоминать. Таких людей вспоминать нужно. Чем чаще, тем лучше. В общем, дальше, двигаемся дальше. Тут у нас вот Фарида Якуповна. Это Табрис Яруллин. Вы его знаете, он уже выступал вроде в этом чате, в этой конференции. В то время Табрис Яруллин был председателем форум татарской молодежи, Всемирного форума татарской молодежи. Всемирный форум татарской молодежи. Эйшел. И вот как бы они нам помогают, то есть тоже мы с ними работаем. И вот мы его посадили сюда. Вот он в первый и в последний раз, походу, сидит в жюри Айда Шаярта, потому что я ему звоню, трубки не берет. Двигаемся дальше. Татарское радио у нас очень популярно в Казани, в Татарстане. Татар Радиос. Вот это главный редактор татарского радио. Айваз Садыров. Они тоже наши партнеры, и мы размещаем там аудиоролики, аудиорекламу, рекламируем нашу игру. Следующий человек, Жауид Шакиров. Жауид Шакиров — это вот прям звезда, суперзвезда Татарстана. Это такой, знаете, Ургант на ТНВ. То есть, ну, ТНВ — это не первый канал, как бы там более моложе нет юмориста, но вот конкретно Жауид Шакиров, он крутой, делает крутое шоу, даже нам нравится, то есть это не аншлаг, это прям такой отличный. Это Ришат Гималдинов, он играл в команде КВН-4 Татарина, играл и был, то есть вот актером высшей лиги, двукратный финалист. Она говорит: дорогие КВНщики, я вас очень люблю. Вы будущее нашего народа. Храните татарский язык, так это ваша главная цель. Я вас люблю. Я вам желаю больших успехов. Так, Рамиль, Да. ты у нас, конечно, первый спикер, и у тебя вообще куча привилегий по сравнению с теми, кто после тебя, но у нас все-таки время, и у нас тут есть два вопроса, которые успели задать. Давай я тебе их зачитаю, чтобы все слышали. Рамиль, скажите, пожалуйста, а существует ли какая-то специфика татарского юмора? Иначе говоря, есть ли шутки, которые традиционны в местном фольклоре и, допустим, не рассмешат русского или бурята? Я думаю, что такие шутки, несомненно, есть. Внутрики, то есть наши какие-то татарские внутрики, которые не зайдут там на буряты или на кого-то. Но Татарская лига КВН транслируется по ТНВ, ее зрители как бы районы, и там шутки вот про бабушек, про дедушек, про кыту, то есть вот как пасти коров, как сено собирать, какие-то деревенские приколы, они всегда есть. То есть вот такие приколы, они зачастую встречаются в командах. Ну и, естественно, какие-то актуальные шутки тоже обшучиваются. Очень много актуальных вещей. Что бы ни случилось в татарской эстраде, кто бы как там не накосячил, допустим, да, какую бы ситуацию не попал курьезную, это тут же обшучивается на Айда Шаярте. Какие-то актуальные вещи, вот они бы не зашли, конечно. Ну и шутки про наш колорит, что про татар знают, чак-чак, треугольники и прочие моменты, то есть это тоже используется в юморе. Это бы, наверное, не поняли. Мы же играли в большой КВН, ездили и в Москву, и в Сочи, и прочее. То есть
какие-то вещи, которые тут в татарском КВН мы показывали, они разрывали в клочья в зал. Там они как бы в ноль, в тишину шло это все. И приходилось уже подстраиваться под такой более широкий спектр, там придумывать шутки, стараться рождать их. Возможно, какие-то шутки, которые показывают в Москве или по телеку высшей лиги КВН, покажи их в Айда-Шаярте, они тоже не зайдут. То есть вот все-таки ментальность, она есть. Какой-то вот прям уникальный какой-то вот юмор, именно татарский, я думаю, мы на пути к этому. Я думаю, что что-то такое появится, вот, если вот с таким же темпом, с такой же динамикой мы будем работать, я думаю, года через 2, через 3 появится какой-то уникальный какой-то юмор, который сначала зайдет здесь, а потом будет заходить и за пределами, то есть, если это переводить, будет заходить, то есть его выращивать надо, это очень сложный процесс. Да, это, наверное, сюда же относятся шутки про разные диалекты татарского языка, да? Там же разные произношения, и про этот татарский акцент знаменитый. Ты имеешь в виду мишарский диалект, да. кряшенский. В прошлом году у нас играла команда Шупряли Мишарляре, то есть мишарская команда полностью. И вот эта команда строила все свои приколы, выступления именно вот на этом концепте. А в этом году у нас вот классно очень выступила на фестивале команда Кряшенер. То есть крещенные татары собрали команду, сколотили. Ну и прям в разрыв они зашли. Тоже шутят на эту тему, пользуются именно такими своими ходами. Спасибо, Рахмат. Следующий вопрос от Артема Федоренчика. Спрашивает, кажется, ты уже ответил на этот вопрос частично. Прикольно, Рима, прикольно было бы, если бы люди сами задавали вопрос, то есть они включались в видео и говорили. Это будет, конечно, очень весело, но очень трудно организуемо, потому что пока мы всех включим, у нас время пройдет. Как я уже говорила, у нас всего 10 минут на вопросы. Диктаторские повадки Риммы мы знаем давно уже. То есть, как я сказала, так и будет. Сегодня они были озвучены вслух. Хорошо. Артем спрашивает, я правильно понимаю, что в плане распространения контента вы делаете ставку на интернет, а на телевидении махнули рукой? Махнули рукой в кавычках. Классный вопрос, кстати. Мы стараемся держать золотую середину. У нас и редакторы тоже разные. То есть у нас есть редакторы, которые более шарят именно вот в ТНВ. Есть редакторы более современные, стендапер у нас, вот Челнинский редактирует. Он как бы уже редактирует совершенно новым взглядом. И таким образом, с помощью редактуры, естественно, и с помощью команд, очень много команд взрослых. Кстати, я не упомянул одну из главных уникальностей Айда-Шаярта. У нас в Айда-Шаярте нет градации возраста вообще. То есть у нас школьники играют со студентами и играют с рабочей молодежью и прям с взрослой аудиторией. У нас несколько команд, прям бабушки старше 50 лет. Конкретно из Заинского района приезжает команда под названием Зей Абисе. Зей – это название их района, Эбисе – это значит бабушка, и вот получается такое название Зей Эбисе. И когда их представляешь, всегда люди смеются в зале, в общем, и у них стиль такой же, они вот очень круто выступили на фестивале. Это я к чему? К тому, что зритель ТНВшный видит интересные для себя команды, зритель ТНВ видит интересных для себя членов жюри, то цепляются за Жауита Шакирова. Мы всегда одного или двух жюри сажаем таких возрастных, известных, которых тоже уважаем там, и любим. И вот ТНВшная аудитория не скучает. Для Ютуба, естественно, тоже есть свои команды школьные, есть свои звезды, которые сидят в жюри. И Ютуб тоже берется. Но если спросили процентное соотношение,
нашего контента для телека он или для Ютуба, я бы сказал, что в данный момент это 60 на 40. То есть мы 60 на ТНВшную, на телевизионную аудиторию работаем, 40% пока мы работаем на интернет-аудиторию. Возможно, в будущем это будет немного сдвигаться. Я ответил. Все, Рахмат Рамиль. Как мотивируются участники? Последний вопрос. Призы, грубо говоря, какие? В прошлом году чемпион Эйдаш Аярта получил 100 тысяч рублей. Там Отлично, победило 2 команды, и мы разделили эту сотку, то есть Мамадыш забрал полтинник, и арские девчонки забрали тоже полтинник. Но это не главная мотивация. Главная мотивация здесь именно дух и атмосфера самой игры. То есть КВН и все от него производные, Эйдаш Аярт, в первую очередь это атмосфера, она как магнит. Если ты один раз сыграл, тебя тянет к этим людям, тебя тянет на этот фестиваль, тебя тянет на эту игру. И только там можно получить эти эмоции, только там. А они заряжают, они дают вкус, они усиливают жизнь, то есть это вкус становится намного круче жизни. Ну и, конечно же, телевидение, то есть сейчас проблем с заманиванием команд, я бы не сказал, что вообще нет, но стало намного легче, намного легче. Раньше у нас на фестиваль собиралось там 9-11 команд, кое-как мы скребли там по сусекам это все дело. А сейчас, когда сверху письмо идет, нас поддерживают Министерство культуры, нас поддерживает Министерство молодежи, Всемирный конгресс татар. То есть, когда вот с письмом еще, а еще и по ТНВ показывают, то есть народ собирается. Все хорошо с этим. Все, отлично. Рахмат Бекзур, Рамиль. Спасибо, что так начали хорошо, то есть на хорошей ноте заканчиваем. И ребята, друзья, если есть еще вопросы, пожалуйста, пишите в чате. Рамиль, а я тебя попрошу, пожалуйста, в чате оставить ссылки на... Как Рамиль уже говорил, кстати, я тут увидела последний вопрос, кто поддерживает, финансирует команды бизнес или шоу-бизнес, государства, муниципалитеты. Рамиль на это уже ответил еще до того, как я увидела вопрос. То есть это все поддерживается и государственными, то есть бюджетными организациями в том числе. Это как наш республиканский телеканал основной, ТНВ, это татарское радио, это шоу-бизнес, то же самое, и сами такие бюджетные организации, как Татарский конгресс всемирный и Всемирный форум молодежи. Министерство культуры и Министерство молодежи. Яхше, Рахмат. ТНВ и Татарское радио, просто информационная поддержка. Так, я уже из-за Рамиля перехожу на татарский язык автоматически. Вообще Zoom у меня ассоциируется только с татарским языком. И, кстати, немного объясню. Вот у Рамиля были некоторые слова на татарском, которые он прям уже автоматически произносил и не переводил. Например, что там было? Коту, то есть стадо, пастбище. Привет маленьким участникам тоже. И что-то еще было такое интересное. И он, конечно, называл наших татарских эстрадников, как будто тут у нас все знают. Это чисто такой контент ТНВ. И, получается, наши татарстанские местные знаменитости.